Чтобы мы проработали совместную концепцию, чтобы люди, которые обращаются к вам, обращаются к нам, чтобы они как можно меньше ходили по инстанциям. Основная задача сегодняшней встречи – скоординировать совместную работу Минимущества и муниципалитетов с целью улучшения работы, а также найти методы для облегчения всех бюрократических процессов. В ходе совещания рассматриваются различные проблемы. Один из главных – вопрос землепользования в регионе. По обращению граждан, по выделению земельных участков, по схемам границ территории. И, конечно же, проблематика – это бывает наложение границ. Также подняли вопрос внесения изменений в градостроительный кодекс страны с 1 января 2024 года. В случае отсутствия утвержденных территориальных зон в населенных пунктах земельные участки под государственные соцобъекты отводиться не будут. В рамках программы национальной системы пространственных данных в республике проходят комплексные кадастровые работы и уточнение границ муниципальных образований. С очень многими проблемами сегодня встречаются наши подрядные организации. Такие проблемы, как отсутствие адресов, как двойные накладки, пересечения и так далее. Вот эти все моменты в рамках этих кадастровых кварталов после окончания комплексных кадастровых работ, эти работы вопросы будут сняты. На совещании также присутствует руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» Муслим Аздоев. Один из важных вопросов, которому особое внимание уделяет глава республики – выделение земельных участков бойцам специальной военной операции на Украине. Острую проблему с выполнением этого поручения испытывает Назрань. В городе практически нет свободных участков. Мы сейчас обратились в сельхозпредприятие ГУП «Назрановская». Они нам пообещали какую-то часть территории представить. И я обратился именно к представителям органов местного самоуправления, чтобы они тоже проработали вопрос, потому что лучше их на территориях, где и какая есть земля, никто не знает. Большую помощь нам хотят оказать предприниматели. У них в городе Сунжа есть большой земельный участок, и там где-то порядка 100 земельных участков будет передано Министерству имущественных отношений. Отныне проводить такие совещания будут ежемесячно по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Здесь у каждого представителя населенного пункта есть возможность озвучить наболевшие вопросы и внести предложения. Тут и проблемы изъятия земель, тут проблемы оформления земельных участков, расположенных в старом массиве, имеющих лицевых счетов, по хозяйственных книгах не учитываются и не числятся в архиве. Этот вопрос тоже у нас стоит таким серьезным. Глава Ингушетии часто отмечает, что вопросы земельных отношений в регионе запущены до крайности. Крупные участки земель оказались в частном пользовании, так как в свое время некоторые люди, пользуясь служебным положением и связями, незаконно приобретали десятки гектаров. Все это сегодня препятствует темпам развития социальной инфраструктуры, решению экономических вопросов в республике. Калиматов считает, что ответственность за эту ситуацию лежит на органах местного самоуправления. Согласно своим полномочиям, с незаконными захватами борется и Минимущество. Контроль есть муниципальный, есть государственный, есть общественный. Но, как вы понимаете, во все три эти формы контроля Министерство имущественных отношений не попадает. Но, естественно, сидеть сложа руки мы не будем. Мы будем принимать решения, будем обращаться в те надзорные органы, которые имеют право осуществлять контроль, штрафовать, выезжать, готовить акты и решать эти вопросы. После долгой дискуссии совещание завершилось на позитивной ноте. Министр имущественных отношений и руководитель Фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве. В совместной работе будут создавать условия для оказания консультативной и координационной помощи участникам СВО и их семьям в сфере земельно-имущественных отношений. Диана Дударова, Акрамат Даскоев. Новости 24.